Мои знания нужны не только в институте, а в первую очередь на войне. Эти слова Асия Тутаева произнесла на третий день Великой Отечественной войны на заседании ученого совета Ленинградского мединститута. На фронт она ушла добровольцем, просто не представляя, как можно поступить иначе, когда раненым в бою необходима медицинская помощь. Они воспитаны были в духе, я думаю, патриотическом. Отец их был русский офицер, царский, то ли подполковник, то ли полковник. В общем, семья, она была образованная, семья была. Мать у нее была тетей, по отцу родная тетя Идриса Базоркина. Родилась Асия Тутаева в Насыркорте в 1905 году. Школу окончила в Базоркино, после чего уехала в Ростов-на-Дону поступать в университет на медика. Медицина стала для нее смыслом жизни, с ней были связаны все ее планы и мечты. На 31-м году жизни, защитив в Ленинградском мединституте кандидатскую диссертацию, Асият стала первым ученым-медиком Ингушетии, если вообще не первой горянкой с ученой степенью медика. Она и ее сестра Нина, в то время они, две сестры Тутаевы, и еще две женщины, 4 всего было ингушек, которые имели высшее медицинское образование. Она, я не помню, то ли полгода, то ли год, мне говорили, что она тут участковым врачом на Насыркорте она работала. Более 2 лет шла она дорогами войны. Военврач 2-го ранга, майор медслужбы Асия Тутаева спасла не одну жизнь во время битв под Ленинградом, на Воронежском и Первом Украинском фронтах. В октябре 1944 года, когда их госпиталь перебрасывали к новому месту назначения, грузовик, в котором ехала Асият, попал во вражескую засаду. Асият была контужена, а когда пришла в себя, ее уже поволокли на казнь. Всю войну прошла с военно-полевым госпиталем, который работал в тяжелейших условиях и в подземных помещениях, при отсутствии, конечно, элементарных таких условий, но делали все возможное и невозможное для того, чтобы как можно больше сохранить людей. Именно так оборвалась и жизнь отважной горянки, но память о ней хранится в сердцах не только родных и близких. Ее имя и подвиг свято хранит весь ингушский народ. Первый медицинский колледж республики уже более 20 лет носит имя Асия Тутаевой. Двор Сузы украшает памятник, посвященный ей. Каждая аудитория пропитана уважением и любовью к мужественной горянке и настоящему знатоку врачебного дела. Для студентов ее история и ее портреты на стенах служат вдохновением для новых врачебных подвигов. Не каждая женщина, не каждая девушка способна на такой поступок, добровольно пойти на фронт, на войну. Имея любовь к родине и любовь к своему народу, перед этим долгом она все же согласилась. Для меня она сегодня пример подражания и как пример любви к людям. Помимо учебы она увлекалась музыкой и все свободное время проводила за роялем, который занимает сейчас почетное место в Краеведческом музее. Абсолютно не зажимаясь, могла сыграть любую мелодию. Она прекрасно играла на пианино, на рояле. Отважной Асия Тутаевой в этом году исполняется 113 лет со дня рождения. Своим примером она доказала, что горы воспитывают не только сильных духом джигитов. Амина Бокова, Индира Манкиева, Хади Добриева, Новости 24.